Якутскэнерго подписала соглашение с Северо-Восточным федеральным университетом. Теперь студенты смогут проходить практику и закреплять свои знания в стенах нового учебно-производственного центра подготовки персонала энергетики. Репортаж Виталия Прокопьева. Момент, которого очень ждали. Якутскэнерго подписала соглашение о сотрудничестве с Северо-Восточным федеральным университетом в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, рабочих кадров и их дальнейшего трудоустройства. Наши студенты Северо-Восточного федерального университета уже здесь обучаются на современном оборудовании. В учебно-производственном центре созданы все условия для прохождения лабораторно-практических занятий. Студенты СВФУ проходят учебную, производственную и преддипломную практики на предприятиях Якутскэнерго. В дальнейшем они могут быть трудоустроены. Наш учебно-производственный центр, он нацелен и направлен как раз-таки на переобучение и подготовку квалифицированных кадров для нашей компании, для наших дочерних обществ. Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики начали строить в 2016 году. Центр оснащен 20 специализированными лабораториями и кабинетами, 2 компьютерными классами и технической библиотекой на 12 тысяч экземпляров учебной и научной литературы. Основная все-таки идея, когда мы создавали учебный центр, это была возможность изменить соотношение теоретических и практических занятий. Сегодня современные требования таковы, что практика она должна быть как минимум 50%, а то и больше. На территории центра начали строить учебно-производственные мастерские по ремонту оборудования, слесарно-механические мастерские, площадки для выполнения огневых работ. Кроме того, сейчас идет активное строительство открытого сетевого полигона с учебной подстанцией. Сотрудники будут обучаться на вот таком специализированном полигоне. Это позволит решать поставленные задачи, например, по ремонту линии электропередачи, а также выходить из нештатных ситуаций, которые могут произойти в жизни. Отработка практических навыков снизит аварийность, повысит уровень эксплуатации и технического обслуживания основного оборудования электростанций, а также позволит более эффективно проводить стажировки, учебные тренировки и системные соревнования по профмастерству. Виталий Прокопьев, Роберт Набиев, Вести, Якутск. Экономия электроэнергии с помощью солнечных панелей. Ученые из Якутии стали обладателями патента на разработку способа получения эффективной, а главное, недорогой энергии. О новейших разработках в материале Ивана Кривошапкина. Среди сотен видов полироли Николай ищет наиболее эффективный. Ежедневно добавляя химические реагенты один за другим, он старается найти лучший способ защиты своих солнечных панелей от пыли и грязи. Ведь в основном подобные устройства крепятся на крышах домов, и чтобы техника работала бесперебойно, исследователь берет все в свои руки. Дозировку надо соблюдать, чтобы ничего не сгорело. Молодой ученый Николай Местников работает над проектом уже с 2020 года. Команда исследователей получила патент на уникальный способ подвески проводов четырехфазной линии, чтобы позволить сократить расходы, но при этом увеличить энергетическую эффективность. Наша идея собрать именно гибридную электростанцию, мощность 650 Вт, по идее до 1,5 киловатта можем добавить. Это для того, чтобы снабжать электроэнергией отдаленной и стационарные потребители, например, в условиях севера, в условиях Арктики, чтобы максимально облегчить массу, чтобы было легко и просто при монтаже и демонтаже. Технология солнечных панелей сейчас только на стадии развития, однако уже не раз проявляла себя на многочисленных тест-драйвах. Настоящая чистая энергия не словом, а делом доказывает свою эффективность. Эта панель преобразовывает солнечную в электроэнергию. Она передается в контроллер, который распределяет энергию в аккумулятор, заряжая его, и затем переносится в инвертор. К нему же можно подключить разные устройства в пределах 600 Вт. В моем случае это будет телефон. И, как видите, все работает. Однако даже здесь есть свои нюансы. Для применения данной технологии внутри дома потребуется не один аккумулятор. Если у вас в доме только один аккумулятор, то это хватит всего лишь на 1 час, потому что 75 ампер в час – маленькая емкость. А если у вас вот таких аккумуляторов 8 штук, то на 3-4 часа должно хватить точно. Подобная технология не ограничивается лишь зарядкой смартфонов и остальными девайсами. Ученые планируют адаптировать устройства так, чтобы обеспечивать энергией целые агропромышленные и нефтеперерабатывающие комплексы с помощью солнечных и ветровых электростанций. Иван Кривошапкин, Василий Соловьев, Вести, Якутск.